В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. В студии Гугут Савардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Спустя 33 года в селе Абгархук с почестями похоронили героя Отечественной войны Адгурат Сужба. Цифровая агрессия Абхазии отразила масштабную кибератаку на госресурсы. Новое дыхание Гудаутской набережной. Как преобразился досуг горожан. Вкус с душой. Как семейная пивоварня стала визитной карточкой Хочемчиры. Идентифицированы остатки Адгура Эдуардовича Цужба 1971 года рождения, который числился без вести пропавшим 16 марта 1993 года, сообщает Государственная комиссия по вопросам без вести пропавших. Работы по эксгумации и идентификации ведутся при поддержке Международного комитета Красного Креста. Адгур Цужба был бойцом Гумистинского фронта и геройски погиб во время мартовского наступления. За мужество посмертно награжден орденом Леона. 22 июля 2026 года семья официально опознала останки героя. 25 июля останки героя были торжественно преданы земле в его родном селе Абгархук. Проститься с ним пришло множество людей, родственники, односельчане, боевые товарищи, а также представители руководства республики, включая членов Кабинета министров. На организацию траурных мероприятий и поддержку семьи правительство выделило родным Адгура Цужба финансовую помощь в размере 300 тысяч рублей. Республика столкнулась с самой масштабной кибератакой в своей истории. Под прицелом хакеров оказались практически все ключевые государственные порталы. От сайта столичной мэрии до ресурсов администрации президента. Специалисты агентства правительственной связи вели работу в режиме чрезвычайной ситуации. Удалось ли сохранить персональные данные граждан и кто стоит за этой цифровой диверсией? В нашем материале. Первый и самый мощный удар пришелся на сайт столичной администрации. По словам сотрудников правительственной связи, портал городской мэрии стал главной мишенью в начале этой киберволны. Однако это было всего лишь начало масштабной зачистки цифрового пространства республики. Вот как начались празднества, приезды гостей и так далее, именно в этот период вот пошла атака. Вот сайт города, он лег одним из первых. Его повредили, он как бы и старая платформа была. Сейчас мы просто всю эту информацию вытаскиваем, подчищаем и собираем все это дело на новые платформы. Следом под удар попали сайты Кабинета министров, администрации президента. Виртуальная агрессия не пощадила и медиаресурсы. Сайт государственного телевидения и другие новостные площадки оказались временно недоступны. Были сложности у контент-менеджеров, то есть мы им закрыли доступ для публикации новостей, пока не разберемся с ситуацией. Но это очень непродолжительное время длилось. В общем-то, пользователи ничего и не заметили. Ну, в отдельных случаях, в редких. Да, там люди нам присылали, что вот не открывается новость, то есть сайт работает, новость не открывается. Но это опять-таки пока вот шли работы. Сейчас официальные сайты сейчас работают штатно. Это только начало. Раз мы попали в зону, все-таки так или иначе мы находимся в зоне Рунета, а там атаки – это обычное дело. Основной удар принял на себя единственный в республике национальный официальный хостинг-центр, находящийся в ведении агентства правительственной связи. Именно здесь размещено большинство госресурсов. Работа не прекращалась ни на минуту. Массовая атака привела к тому, что не успели своевременно среагировать на поломку всех сайтов. На сегодняшний день у агентства более сотни веб-ресурсов обслуживаются. Из них государственных порядка это 70%. 70-80%. Если брать в расчет и министерства, и комитеты, и управления, отделы и так далее. Какие-то пришлось сайты
переносить на новые сервера, восстанавливать. Какие-то сайты, ресурсы пришлось собирать с нуля, практически на новой платформе, для того, чтобы не таскать, так сказать, уже зараженные файлы на новые сервера. На сегодняшний день все еще работа продолжается, то есть восстановлено только порядка 45-48% от всех ресурсов. Время для удара организаторы выбрали с изощренной точностью. В эти дни в республике находились правительственные и международные делегации, включая официальных лиц из Российской Федерации. Хакеры действовали агрессивно. Помимо попыток уронить серверы, они прибегли к дефейсу, взламывали систему управления сайтами и заменяли официальную информацию фейками, оставляя на страницах свои так называемые визитные карточки с уведомлениями о взломе. И такого масштаба атак у нас еще не было. То есть за 10 лет 2-3 атаки были на наши сервера, но так, чтобы вот нам порушили прямо по принципу домино такое количество сайтов, это было первый раз. Специалисты указывают на то, что по статистике большинство публикаций делали в основном с айфонов. Я хочу отметить, что мы не дублируем работу пресс-служб министерства или еще что-то. Мы обеспечиваем работу хостинга, резервное копирование и техническую поддержку, какая им необходима. Но пресс-службы у нас, мы проводили обучение в свое время с контент-менеджером, самостоятельно выкладывают новости. Естественно, они имеют доступы к администрированию сайтов. И вот наши просьбы на тему того, что не используйте айфоны для публикации новостей, не сохраняйте там пароли, как обычно у нас любят, то есть сохранить пароль, и все. Причем сплошь и рядом они эти пароли либо теряют, либо у них перехватывают. И буквально вот сейчас в июле месяце Apple официально тоже заявил, что у них в прошивке iOS, то есть программного обеспечения айфонов и айпадов, было выявлено порядка 50 уязвимостей, как раз связанных с тем, что перехватывались через браузеры сохраненные там данные. То есть, в нашем случае это логины, пароли, администрирование сайта. Точнее, не любим помнить номера телефонов, логины, пароли от почты, от своих аккаунтов и так далее. Но у айфона была проблема. Они об этом официально заявили. Не проблема в интернете найти это официальное заявление о том, что предыдущая прошивка айфона, она оказалась с уязвимостью. И как раз таки эти уязвимости, они были использованы хакерами для того, чтобы взламывать наши сайты. Впрочем, утечка может произойти из любого смартфона. Важно соблюдать те правила, которые советуют специалисты. Например, двухфакторную идентификацию. Простыми словами, это способ защиты аккаунта, при котором для входа в систему требуется подтвердить личность 2 разными способами. Есть такой режим. То есть мало того, логин, пароль, еще подтверждение через Face ID, подтверждение через звонок или через электронный ключ. Просто при использовании тех или иных систем или баз данных, подход всегда должен быть разный. Для работы с соцсетями, как рекомендация, используйте двухфакторную аутентификацию. Соцсети, аккаунты будут ломать. Знаете как? Самое лучшее противоугонное средство для машины – это просто залить ее бетоном. Другого варианта нет. Все равно будут на любой замок подбирать ключ. Просто внимательно смотреть, использовать двухфакторную аутентификацию, периодически менять пароли доступа. Это вот то, что касается соцсетей. При работе с государственными организациями у нас там более сложные системы. Я сейчас о них не буду рассказывать. Там понятно, что многоуровневая защита, шифрование идет, то есть то, чем вообще занимается наша организация. Главный итог этой битвы на данный момент озвучивают уверенно. Утечки данных не допущено. Однако ситуация может повториться. Хакерские атаки случались и раньше. Но такого масштаба республика еще не знала. Гугу Савардания, Ахрам Ичпа, Абхазское телевидение.
Набережная Гудаута переживает долгожданное возрождение и становится новым центром притяжения всей страны. Сегодня здесь не просто гуляют, здесь отдыхают семьями, занимаются спортом и наслаждаются морским бризом. Масштабное преображение стало возможным благодаря поддержке самарских предпринимателей и инициативе местных жителей. О том, как город обрел свое новое сердце, в нашем следующем материале. Летний вечер медленно опускается на побережье Гудауты. Спасительная морская прохлада сменяет дневной зной. И город буквально оживает. Сложно поверить, что еще пару лет назад с наступлением сумерек улицы быстро пустели. Сегодня здесь настоящий аншлаг. Гудаутская набережная бьет рекорды посещаемости. Набережная, она такой вид прекрасный обрела. То есть людей стало больше, даже наши местные иногда, чаще всего, до того, как реставрировали нашу набережную, они ездили в другие города, чтобы погулять. А сейчас они вот прям гуляют здесь, то есть радуются, дети тоже бегают. Постоянно мои знакомые, мы все вместе выходим в город, проводим здесь время. Очень приятно стало, чисто, аккуратно, все, просто... бомба. Шаг за шагом, вглядываясь в лица прохожих, понимаешь, у города появилось новое, а точнее бережно восстановленное сердце. Приезжают прогуливаться здесь из других городов страны. Да, мы приехали специально из Сухума посмотреть, как отремонтировали набережную. Очень понравилось. Набережная стала как будто больше. Она, по-моему, и добавилась, да, в одну сторону. Мы еще до конца не смотрели, правда, но сейчас мы пойдем посмотрим и дальше. И сам берег тоже чистый. Первое, что бросается в глаза – невероятное количество детей. Звонкий смех здесь теперь повсюду. Мне здесь нравится. Мне нравится здесь играть. Я с сестрами иногда прихожу, иногда с родителями. Пока малыши штурмуют современную игровую площадку, их родители могут наконец-то выдохнуть и расслабиться. Кто-то неспешно прогуливается у самой кромки воды, а кто-то проводит время с пользой для здоровья в новой спортивной зоне. Есть спортсмены, которые занимаются каждое утро, каждый вечер. Все эти необходимые базовые тренажеры есть. Это на самом деле радует. Детям есть куда ходить, и приятно гулять, и красота, и сама брусчатка. Недавно тоже меняли, но сейчас это вообще совсем другой вид имеется. Есть куда пойти, а то выходишь с семьей, некуда прогуляться нормально, и пейзаж красивый. В общем, все устраивает, все хорошо. Это долгожданное преображение стало возможным благодаря дружбе и сотрудничеству, которые не знают границ. Поддержку проекту оказали предприниматели из Самары. Душу в свой город всегда вкладывают и сами гудаутцы, делая каждый уголок краше. إزلاقو يجرمشني وحوزر وجه رزق زقو تنام كزجي دقت زقوي مخو زقي دقت مري بخاطروب سحروب حقشكو خنا ياي ورخرقوا خلنا رخرقوا كبزينا رزق أبراي سوخ ياويد عم ترخرقويد أراز قد بخستزم أراز تحقيقزم أرا رزق تنشينا ياي وتربصر شويد حرقتها شالا هاويد سزقب سسمنا ساويد أخشكو حامنا هاويد الزق أري قخردو قرخردو بيشو حوزر أبسنا بخي تو أبزيردوكو الله يتجيت تركو الله اللي بقرا الله حبسنا يتام خيت حاج كنت شرشاح حرده باشي مع بسيد جبارن بيت حرده يعني شدق زرسوح أبري أبشتر دو حسبنقولو أبري سجي شكنقو ويبستاسي الله потом يكتر الله نشيليца. И это еще не все. Преображение Гудаутской набережной продолжается. Следующим этапом станет восстановление причала. Гугу Цавардани, Лаура Капш, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Очамчирский колорит теперь имеет свой особенный вкус. В самом сердце города, недалеко от рынка, работает мини-пивоварня, которая за несколько лет стала настоящим центром притяжения не только для местных жителей, но и для туристов. История семьи Лелюх – это пример того, как детская мечта о возвращении в любимый город превратилась в успешное производство. Подробнее о том, как закаляется характер местного напитка, в нашем следующем материале.
Если приедете в Очамчиру и спросите, где живет местный пивовар, вам с легкостью укажут дорогу к мини-пивзаводу у городского рынка. Этот маршрут сегодня знает почти каждый житель. Вот уже несколько лет семья Лелюх развивает здесь производство живого напитка, который успел стать визитной карточкой города. Технолог Олег, или как он сам себя называет, очамчирский пивовар, встречает гостей с улыбкой. Он уверен, что его продукт не просто утоляет жажду. Холодное пиво греет душу, говорит Олег и рассказывает о его пользе. Пивоваренное сусло – это кладезь витаминов. Весь комплекс витаминов В – это здесь. Это отваренный солод, в простонародье ячмень. Все, он имеет сейчас весь комплекс витаминов, он имеет сластинку, потому что мы выпариваем отсюда сахар из зерна, чтобы потом не добавлять ни декстрозу, никакую химию, ничего, чтобы было все натуральное. Дробина. Дробина – это вареное зерно, солод, в простонародье ячмень. Вот сейчас оно на процессе фильтрации. То есть зерно само себя фильтрует и перекачивается в емкость, где будет потом кипятиться, добавляться хмель для горечи, для аромата, для всего. Вот без всякой хитрости, без ничего, само себя фильтрует и переходит в следующий сосуд. История этой пивоварни началась 4 года назад, когда Олег вместе с супругой Юлей переехали из Томска в Очамчиру. Для Олега это исполнение детской мечты. Родители часто привозили его сюда маленьким, и он всегда чувствовал особую связь с этим городом. С детства меня сюда родители возили, 1976 года. И поэтому Очамчир – это тот уголок, который в душу запал еще в детстве. Вот. Ну а почему решили пивное производство? Потому что сами технологи, пивовары, ну и решили здесь тоже. И посмотрели, как вот говорится, сначала обследуешь рынок, что есть, чего нет. Оказалось, что от Сухума до Ингури нету ни одного пивоваренного цеха. И мы решили поэтому сделать свой пивоваренный цех. Вот. И с легкой руки Беслана Владимировича Бегвавы были подписаны документы, разрешающие нам все это сделать. Оттуда и пошла наша очамчирская пивоварня. В ассортименте уже полюбившееся светлое очамчирское, темное галское, рубиновое пиво. А также к зимним праздникам здесь 3 года подряд варят особенный рождественский эль. Интересно, что почти все названия связаны с географией Восточной Абхазии. Идея такая, что вот большинство туристов, они знают Абхазию, наверное, только до Сухума. Гагры, Новый Афон, Пицунда и Сухум. А все, что находится дальше, многие даже не знают таких названий. Поэтому, чтобы у людей немножко на слуху это было, вот, ну, мы решили, что пускай хотя бы на пиве они будут как-то немножко понимать, что есть еще какие-то районы в Абхазии, то есть куда тоже можно съездить, посмотреть. У нас в перспективе еще планируется Кварчальская. Хотим популяризировать Восточную Абхазию. Потому что Восточная Абхазия – это тот уголок, который заслуживает уважения. Главный приоритет для семьи Лелюх – качество. Пива реализуют только те кафе, где умеют правильно хранить живой продукт. На рынок местный не поставляется, буквально пару мест, где его реализуем через ресторанчики, там, кафешки. Это только те, которые умеют правильно хранить пиво. Почему? Потому что мы работаем не на деньги, а на качество. И для нас самое главное – наше имя, чтобы не испортили нашу репутацию прокисшим пивом. Поэтому, если есть холодильник, мы даем. Нет холодильника, мы не даем пива. Вот это основные условия. Ну а что касается качества пива, пиво зависит от чего? Это 95% успеха любого пивовара, винодела – это вода. А в Абхазии вода – это самая большая составляющая, самая успешная составляющая – это вода Абхазии. Все. Ну и совесть пивовара. Хозяева не скрывают процесс производства. Любой желающий может увидеть, как рождается напиток. При этом предприятие – ответственный участник городской экономики. Налоги исправно пополняют бюджет Очамчиры. А сама пивоварня стала новой точкой притяжения на карте района. Прямо сюда приезжают, все знают, что мы работаем каждый день, кроме понедельника. Приезжают с Сухума, с Гагр, с Гуль-Рыбша, с Гала, от Кварчала, практически со всего района. За последних 2 года администрация знает эти сводки, Очамчирская, нас посетило 1470 человек. То есть одну маленькую пивоварню. Это люди, которые пришли по Google картам, по Яндекс картам, по 2GIS и все остальное. И вот благодаря тому, что в свое время Беслан Владимирович дал нам добро
на работу здесь, мы стараемся отплатить этому городу тем же. Мы стараемся привлечь сюда побольше туристов, все, своим качеством. Останавливаться на достигнутом семья не планирует. Впереди расширение производства и создание новых рабочих мест для местных жителей. Но главная цель на ближайшее время – масштабный праздник. В сентябре здесь планируют провести пивной фестиваль. Пивовары надеются, что Очамчира закрепит за собой право ежегодно проводить своего рода абхазский Октоберфест, который станет доброй традицией для всей республики. По согласованию с администрацией и с новым главой города Алхазом Зуравовичем Кация нам одобрили разрешение на проведение пивного фестиваля в сентябре месяце. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих принять участие в пивном фестивале в начале сентября. Будет именно фестиваль пива. Пиво и все, что связано с пивом. Кто-то может предоставить свои хачапуры, кто-то хот-доги, кто-то мясо, кто-то шашлыки. Все, то есть это будет праздник для города. Это специально еще один. И мы хотим сделать так, чтобы за Очамчирой закрепить право проведения ежегодного фестиваля пива. Сегодня маленькая семейная пивоварня у рынка – это не только про вкус и качество. Это история о том, как детская мечта и искренняя любовь к городу превращается в дело жизни, которое объединяет людей, развивает район и дает повод для гордости всему городу. Гугут Савардания, Заур Лиев, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Следующий выпуск Сапшала проведут мои коллеги.